The Merciful Servant и Мирадио представляют Конец света. Дорогие братья и сестры в исламе, Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в Коране: то, что есть на земле, мы сделали украшением для нее. Все на свете Аллах спланировал и соизмерил, чтобы испытать людей. Испытать нас, человечество, и отделить тех из нас, кто праведный, от тех, кто неправеден. И неизбежно все на земле мы сотрем в песок, все станет мертвой почвой. Сура 18, аяты 7 и 8. Эти аяты указывают на то, что все на земле Аллах Субхану ва Тааля создал по плану, согласно определенному порядку. И Земля подходит для испытания подобно экзаменационной комнате. Земля — такое же место. Аллах говорит нам: мы создали это системой, которая предназначена лишь для проведения испытания. Поэтому нам не нужно сейчас видеть Аллаха и видеть сокрытое. Например, ангелов в мире вечном. Не беспокойся об этом, это часть испытания. Так что все это сокрыто. Но если что-то скрыли от тебя и испытывают, то что произойдет в конце, как вы думаете? Что произойдет? Какая здесь закономерность? Аллах скрыл от нас все невидимое. Он сказал, что создал этот мир по системе, что лучше всего подойдет для нашего испытания. Испытание закончится. И что произойдет после того, как оно закончится? Все будет раскрыто, станет явным. А основание испытания, система, созданная Аллахом, законы, которые Он установил для исполнения, окружающая среда — все это исчезнет. В них больше нет никакой нужды. Становится понятным, почему мы, изучая Коран, читаем, что Аллах говорит: «И земля исчезнет, поскольку была предназначена для испытания. Она исчезнет, в ней больше не будет потребности, поэтому она будет уничтожена». Аллах Субхану ва Тааля сказал: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. Когда прозвучит труба, все на небесах и на земле умрет, кроме тех, кому Аллах не позволит умереть. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. В 69-й суре Аль-Хакка: когда подуют в трубу горы и земля, почва и все остальное, что есть в земле, камни, горы, все будет сдвинуто с места. Все тяжести будут подняты. И если мы застанем этот момент, то увидим, что горы, больше не сдерживаемые гравитацией, поднимаются вверх. Они будут разрушены. Все сразу. Словно чья-то рука поднимет их, а потом прихлопнет. Одной ладонью, будто что-то разбивается об землю. Это день, когда произойдет неизбежное событие. Что это за неизбежное событие? Судный день. Аллах называет его Аль-Вакия с арабского — то, что обязательно произойдет. Весь мир, все мы движемся в этом направлении. Это конец. Каждый идет в направлении той реальности. Это судный день, когда будет решаться, кто куда пойдет навечно. И есть только два места — вечное счастье или вечное страдание. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: когда солнце потеряет свой свет, и когда звезды сдвинутся со своих мест и столкнутся друг с другом, когда горы сделаются плоскими на одном уровне. Сейчас горы разной высоты, поэтому Аллах говорит, что их сравняют с землей. И когда звери или верблюды
беременные верблюдицы потеряют свои плоды. Грохот, рокот последнего часа — это что-то величественное, неимоверно огромное, невероятное. Аллах говорит «Адим», что-то невероятное. Почему? Аллах говорит, в тот день вы увидите, что каждая беременная женщина потеряет своего ребенка. Она не сможет сохранить его из-за страха. Каждая беременная женщина. И вы увидите людей, бегающих вокруг, будто они в состоянии опьянения, как пьяные. Но они не пьяны. Настолько страшным и тяжелым будет наказание от Господа. Океан также выйдет из состояния равновесия. Представьте, все мы видели по телевизору примеры цунами. Это всего лишь маленькие примеры. Аллах говорит нам, когда океаны действительно всколыхнутся, и это огромные цунами. Когда вы все это слышите, горы земли поднимутся и разобьются, солнце, теряющее свет и энергию, сталкивающиеся звезды, это говорит о том, что во Вселенной произойдет ужасный дисбаланс в Солнечной системе, в гравитации, везде. Все словно перевернется с ног на голову. Сила тяжести пропала, и все перевернулось. Аллах, Субхану ва Тааля, также говорит нам, «И вот, когда взор ваш будет потрясен, как от молнии», то есть все пред нашим взором померкнет, как будто ударит молния. Луна и Солнце соединятся или затмят друг друга, Аллах знает лучше. Произойдет это на земле или в судный день, я не уверен, но человек скажет, куда нам убежать? А некуда бежать. Куда тут убежишь? Пелена была у вас пред глазами, вы не могли видеть сокрытое. Сегодня же мы раскрываем, мы убираем эту пелену, и теперь у вас предельно четкая картина. Вы можете увидеть все. Все люди и животные умрут по звуку трубы. Все, кто услышит этот звук, умрут. Джинны умрут. Иблис умрет последним из них. Но он умрет. Он умрет. От разрушения земли, мира. Он не останется жить до дня воскрешения. Помните, он пытался выпросить у Аллаха разрешение остаться до дня, когда все мы будем воскрешены. «О мой Господь, позволь мне жить до дня их воскрешения, до судного дня». Аллах сказал, «Ты останешься жить до определенного дня». Некоторые люди спрашивают, как же Аллах принял дуа Иблиса, он же Иблис. Он не принимал его дуа, он отверг его мольбу. Иблис хотел жить до дня воскрешения. Аллах сказал, ты будешь жить лишь до последнего часа. Ты будешь уничтожен вместе с остальным злом. Тогда придет твое время. Ты корень всего зла, и я уничтожу тебя. В одном повествовании говорится, что ангел смерти придет забрать душу Иблиса, а Иблис разбежится по всем уголкам земли. Там он и найдет ангела смерти. И вот он умирает. Его забирают. Иблис не хочет умирать, понимаете? Он не хочет умирать. Думает, что у него все еще есть надежда. И это же чувство он вкладывает, нашептывает в умы людей. Не беспокойся, ты еще поживешь. У тебя еще много времени. Ты все еще молодой. Человеку уже 70 лет, а он говорит, и еще поживешь, не переживай. Человек на смертном одре, в больнице. Не волнуйся, они говорят, ты умираешь, но еще есть надежда. Возможно, ты еще поживешь. Наслаждайся жизнью, порадуйся еще. Не думай сейчас о поклонении Богу. Да, так делает шайтан, это его характер. И когда ангел смерти приходит забрать его душу, он убегает. Он думает, что не умрет, субханаллах. И когда все на земле погибнет, Аллах, Субхану Тааля, разрушит Вселенную. И затем он прикажет ангелу смерти забрать душу Джибраила, алейхиссалям. Небеса вздрогнут и скажут, «Джибриль умирает?» Они умолкают, и ангел смерти забирает душу Джибраила. Затем душу Микаиля и Исрафиля. Потом ангел смерти забирает свою собственную душу. Затем Аллах, Субхану Тааля, начинает обращаться.
взывать ко всем преступникам мира, тиранам этого мира. Где вы? Где вы, о неверующие, о те, кто бросил мне вызов? И потом Аллах скажет: кто остался? Кто остался? Я единственный, кто остался. И я всемогущий. Я Аллах, я извечный, я над всякой вещью властен. Я царь царей. С того момента, говорит нам пророк, алейхиссаляту вассалям, люди остаются мертвыми. В некоторых хадисах говорится, что 40. Сподвижники говорят: мы не знаем, что он имел в виду, 40 дней, 40 лет или 40 месяцев. Аллах знает лучше, но они остаются мертвы в течение 40. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал сподвижникам: наш Господь будет разгневан в таком состоянии гнева, в котором не был никогда ранее. И это не наша злость, а такая, что соответствует Его величию, субхану ва тааля. Мы не отрицаем эти слова, которые пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал им, но мы не можем описать их. Вот когда Отец... У Аллаха наилучший из примеров. Мы не сравниваем Аллаха с людьми, аузу билля. Просто в качестве метафоры представьте, как отец из любви к своему сыну или дочери, когда его ребенок делает что-то неправильно, он злится. Но это чувство не злость тирана или притеснителя, это досада любви. Она исходит из любви. Аллах, субхану ва тааля, сострадательный и милосердный к своим рабам. Так почему мы поклоняемся кому-то другому? Он говорит: «О мои рабы, я кормлю вас, но вы благодарите кого-то другого. Одеваю вас, а вы благодарите кого-то другого. Вы живете на моей земле, в моем царстве, а поклоняйтесь кому-то другому». Субханаллах. Аллах в гневе, сказал пророк, алейхиссаляту вассалям. А потом придет день воскрешения.